Здравствуйте. Многие, я думаю, что обратили уже внимание на такую вещь, как внезапный выпад одного из белорусских телеканалов государственных СТВ в адрес Российской Федерации, либо точнее личный выпад в отношении Путина. То есть вспомнили все. И ботокс, и бункеры, и любовь к видеосвязи вместо личного присутствия и так далее и тому подобное. Фамилию, естественно, не называли. Но, учитывая общую канву, догадаться, о ком шла речь, было несложно. Ну и на контрасте, естественно, показывали Лукашенко как смелого, чудесного, классного, ну, естественно, в связи с эпидемиологической ситуацией. Ведущий белорусской программы Евгений Пустовой, само собой же, на следующий день оправдывался, что имел в виду якобы Байдена, ну, никак не Владимира Владимировича Путина, но, знаете, это сработало как в старом одесском анекдоте. Ложечки нашлись, осадочек остался. Осадочек остался. Возникает вопрос, для чего это было? Потому что ничто так просто не происходит. То есть зачем белорусскому государственному каналу вдруг обрушиваться на Владимира Путина? Может быть случайность, но очень сильно сомневаюсь, потому что в условиях автократии государственное телевидение говорит лишь только то, что разрешено, а по внешнеполитическим направлениям то, что рекомендовано. Ну, таким образом, давайте разбираться. Для того, чтобы разобраться, для начала пройдемся по диспозиции, то есть общей ситуации. По большому счету, если смотреть формат, то на СТВ не выдумали ничего нового, просто скопировали подходы российского телевидения. То есть личный выпад, определенная манипуляция и, назовем так, сравнение, где тот, кого ты хочешь превознести выше небес, демонстрируется как раз таки в лучшем виде. И поскольку такой подход, такой метод активно используют российские СМИ, стоит обратиться к тому, на белорусском направлении какая тезисная конструкция у российских медиа. Ну, по большому счету, последние года полтора они находятся в неизменной рамке. То есть подбирали форму, но рамка ключевой тезисной конструкции остается неизменной. Первое, это белорусские власти слабые, недалекие, делают множество ошибок. И в этом, ну тоже с 2020 года, причина политического кризиса в стране и ухудшения с соседями. Ну, естественно, последнее с поправкой на агрессивную политику Запада, якобы. Второе, что на фоне неустойчивости Беларуси и вот той же самой агрессивной политики Запада, Россия и российского руководства, оно на сравнение как раз таки подается как гарант устойчивости Беларуси, ее властей, ну и в принципе вообще такой последовательный, добрый и мудрый защитник серых и убогих. И наконец-таки третье, что исходя из политики стран Запада, исходя из конфликта между Беларусью и ЕС США, стабилизирующей роли России, слабости белорусских властей, ну в принципе всех остальных белорусских акторов, сближение двух государств, интеграция, в том числе политическая, вещь неизбежная. То есть эта тезисная конструкция, еще раз, она не менялась. То есть и в ней очень удобно поддерживать то одних, то других, ну и, естественно, поддерживать как младших братьев. То есть тут даже так называемые либеральные российские СМИ, говоря об оппозиции, тоже часто густо использовали как раз таки метод сравнения, контакты с российскими политическими элитами и так далее и тому подобное. Поэтому в данном случае есть общая конструкция, в рамках которой работают все. Ну, кстати, проследить они, например, ресурс Media.IQ делает регулярные срезы российских нарративов. Просто настойчиво рекомендую просматривать, ну и в том числе аналитику по, скажем так, за определенный период. Какие тезисы были. Ну что ж, это медиаконструкция. Теперь с точки зрения политической. Российские СМИ, они регулярно пинают, несмотря на теперь даже государство, несмотря на формальную поддержку Лукашенко, они регулярно пинают белорусские власти. То есть держат белорусское руководство в напряжении. Ну, причем не просто так, продолжают тактику давления, потому что есть несколько больных для России тем, которые желательно завершить успешно, либо тем прихода в Беларусь. Потому что, давайте вспомним, дорожная карта, союзная программа, они расписывались, переписывались 3 года, вроде бы согласованы в сентябре, но сегодня вроде как и не совсем согласованы. То есть, когда и как будет подписано, в каком виде, неизвестно. Вопрос входа российского капитала в белорусскую экономику так до сих пор и не решен нормально. То есть, наднациональные холдинги не создаются, большая распродажа белорусских предприятий не запущена. Конституционный процесс, который должен был изменить баланс
полномочий между белорусскими государственными институтами и создать условия для появления пророссийских там, политических партий, политических движений, так и не решен. То есть официальный Минск старательно петляет в датах этого процесса и в форматах. То есть хочу напомнить, что такой вещи, как партийная жизнь, там, партийное большинство в парламенте так и не введено, по крайней мере, не прозвучало в озвученных тезисах. Ну и по датам тоже неизвестно. Сейчас вроде бы названа дата февраль 2022 года, но тоже это пока что под вопросом. Как говорится, поживем увидим. Поэтому Россия продолжает давить, ну и пытается двигаться к достижению своих целей, не выпуская или не отпуская с короткого поводка официальный Минск. Тем более, что политический кризис не создает предпосылок для того, чтобы этот поводок не то что оборвать, а хотя бы удлинить. Ну и теперь возникает вопрос. Хорошо, есть вот такие базовые условия. Так а зачем же журналистам государственного канала, как говорится, проходиться по личности Путина? Есть несколько версий, которые по состоянию на сегодня уже озвучены. Причем у каждой из них есть и резон и за, и против. Ну что ж, и я просто предлагаю пройтись по каждой из этих версий. То есть первый – это личный выпад Лукашенко в адрес Путина. То есть учитывая общий нервозный фон, учитывая характер Александра Лукашенко и то, что Россия давит как раз-таки по тому же самому формату конституционных изменений, это важно лично для него. Ну, могло быть просто, как говорится, могли сдать нервы и была отмашка. Окей, давайте. Но вполне возможно, но есть одно но. То есть, во-первых, ресурс, через который это все проводилось. То есть телеканал СТВ, он не имеет широкого распространения на территории России. Это скорее нишевый телеканал в Беларуси, который смотрит в основном ярые приверженцы Александра Лукашенко. То есть, как говорится, метод не тот. Это раз. И второе, это противоречит попыткам позиционирования Лукашенко в российском информационном поле. Потому что он пытается... Вот у Муравьева-Вешальника было очень хорошее высказывание насчет белорусской шляхты, которая резко переметнулась, стала русской. Он с презрением говорил о них, что они хотят быть более русскими, чем сам царь-батюшка. И вот в глазах среднестатистического российского обывателя Лукашенко пытается быть более русским, чем сам царь-батюшка. И таким образом, создавая, такой навес общественного мнения, который не дает Кремлю его, додавить, скинуть и так далее. Мол, как же, против своих нельзя идти. Вот поэтому в данном случае это несколько противоречит такому подходу, но появляются нестыковки. Хотя могла быть и личностная подоплека. Второе. Последняя попытка продать на Запад нероссийскость. То есть тут хочу напомнить, что с 2018 года, когда Россия начала давить как раз-таки по теме интеграционных карт, если быть более точным, даже с 2013 где-то года еще до начала событий в Украине, Беларусь последовательно пыталась продать идею, что мы не Россия, что лучше диктатор под боком, чем российские танки на границе. И в таком случае такое резкое заявление, мол, демонстрация, что все равно белорусские власти это не филиал Кремля, они могут даже, как говорится, попытаться уколоть Путина, может быть. Но тут тоже это возможно как такой сигнал к началу консультаций. Но есть несколько но. Вопрос времени. Потому что, учитывая спираль конфликта, которая раскрутилась между Белоруссией и странами Европейского Союза, по состоянию на сегодня ни одна, ни другая сторона без репутационных потерь не может выйти из этой спирали. Какие сигналы не подавали. Это мог бы быть сигнал для начала каких-то закрытых, непубличных консультаций. Но белорусский МИД такие консультации ведет уже как минимум 2 месяца. С теми государствами, которые могут быть посредниками. Поэтому тоже, как говорится, мимо. Ну и, наконец-таки, такой тезис для начала именно публичного разговора, он мог бы зайти осенью 2020 года. Но в крайнем случае весной 2021 могли бы просто обратить внимание. Сейчас уже нет. Поэтому, тут, как говорится, фальш-старт, либо ранний выстрел. Потому что подобный выпад после референдума тоже вполне возможен. Сейчас не знаю. И остается еще один вариант, это внутрибелорусские резоны. И вот тут как раз-таки я бы хотел обратить внимание на интересные, снова-таки обратиться и к данным социологии, тем более по некоторым вопросам данные совпадают. И к ситуации на информационном рынке в Беларуси. Итак, первое.
и ключевое, что несмотря на всю интеграционную риторику о братской России, о сближении и так далее и тому подобное, большинство белорусов, они выступают за независимость. То есть ни с теми, ни с теми. Парадоксальная ситуация, на первый взгляд, но и тут можно было бы сказать, а каких социологов? Ну давайте так, есть несколько данных, каждому из наборов которых можно доверять, либо не доверять, ну, то есть вызывает сомнение, ну, скажем так, полная достоверность. Но есть то, что проводит Chatham House, точнее группа во главе с господином Остапеней. Окей, это есть. Есть данные белорусской государственной социологии, есть так называемый слив от ВЦИОМа, и везде говорится о том, что более 60% за независимость. То есть абсолютно разные наборы от разных, ну как бы сказать, источников, которые находятся по разные стороны политического противостояния, но эти данные совпадают. Поэтому можно спорить о точных цифрах, то есть какая доля белорусов за нейтралитет, за то, чтобы не лезть ни туда, ни туда, но как бы там ни было, существенная часть, она за независимость. Второе. На фоне, вот, особенно после начала активной фазы политического кризиса, это где-то с сентября 2020 года, белорусские государственные СМИ активно играют на фоне братскости России, вот с этим тезисом экономического сближения, ближайший союзник. Да и раньше это было, но просто так волнами, когда больше, когда меньше. Ну то есть этот ключевой нарратив, эти тезисы в белорусских государственных СМИ доминируют. Ну и при этом, да, стоит отметить, что белорусские госсми регулярно упоминают тезис независимости, суверенитет, но в глубину почему, что это такое, зачем это надо, не лезут. Ну потому что страшно. Снова таки, про Россию же говорят хорошо. И еще один фактор, на белорусском информационном поле присутствует огромное количество российских медиа, которые достаточно популярны. И они проводят, вот давайте вернемся к началу видео, кто хочет мотать, работают в старой конструкции, заданной достаточно давно, что интеграция вещь неизбежная, причем в том числе и политическая. И вот если смотреть только на эту часть, то можно создаться впечатление, что, ну, ребята, как говорится, все потеряно, по идее, мнения белорусов должны были бы уже измениться. То есть население страны должно было бы под флагами бравым маршем идти в единую страну с Россией. Но не получается. Возникает вопрос, почему? И вот чтобы понять, почему это не получилось раньше, сейчас, стоит вспомнить о такой вещи, как негосударственные СМИ. То есть большинство, тут я не говорю независимых, там демократических, нет, большинство негосударственных СМИ, они как раз таки, если говорить о внешней политике, так или иначе стояли на тезисах «мы сами». То есть там не говорили там вот, много независимый суверенитет, а именно почему выгодно быть самостоятельным. Именно они лезли в глубину, то есть объясняли, что такое независимость. Ну, снова-таки специальных, естественно, специальных статей не было, но почему выгодно самим, почему выгодно своим умом, как это работает и так далее. То есть с разных сторон подавалось. Именно негосударственные СМИ задавали вот эту вот базу. Причем эта ситуация была взаимозависимой. С одной стороны, негосударственные СМИ находились в намного более худших экономических условиях, чем государственные медиаресурсы. Но за счет того, что, по крайней мере, в этой теме их материалы отвечали на настроение большинства общества, они были более популярны. С другой стороны, обратный процесс, они поддерживали эти настроения. То есть, ну, такой взаимосвязанный цикл. И тут случается 21 год. Именно не 20-й, 21, потому что в 21 году началась зачистка негосударственных, в первую очередь, продемократических СМИ. То есть поле зачищено, вакуум. И на этом поле пока что новых игроков, более-менее таких серьезных, не возникло. Те, кто остался, они старательно дистанцируются от политической тематики. Ну, то же самое, например, онлайнер. И на этом фоне остаются просто два тезиса. О братской России от государственных СМИ и о неизбежности интеграции от российских. Ну, по идее, настроения должны были бы меняться. Но настроения меняются не так быстро. И вот почему не так быстро, я продемонстрирую, скажем так, точнее, продемонстрирую чуть попозже по самим настроениям. А советую посмотреть снова-таки то же самое опросик Chatham House. Ну и не только его, то есть есть данные у АРА, есть данные у других социологических групп, которые проводили замеры. Дело в том, что когда мы говорим о сегментации белорусского общества, что он расколото на несколько групп, сегментация она происходит и с точки зрения источников получения информации. То есть если мы даже берем вот базовые три группы, то есть, условно говоря, ебальские сторонники Лукашенко,
скажем так, невероятно сторонники там Тихановская латушка и болото. И вот у сторонников Лукашенко среди ключевых источников информации как раз таки ОНТ, СТВ, российские медиа, кстати, социальные сети Одноклассники. А у второй части социальная сеть Facebook, телеграм-каналы, Белсат и так далее. Причем эти две группы с точки зрения информационных ресурсов, они не пересекаются абсолютно. И ключевое, это как раз таки бой шел за источники донесения информации до болота. Потому что болото, вот как ни парадоксально, белорусская ситуация имеет тоже свой информационный кокон. Где пересечением, например, со сторонником Лукашенко является максимум там ОНТ, может быть, пару газет. Пересечением со сторонником Тихановского онлайнер, читают и те, и те. Но по большому счету, вот раньше были мостки, там Тутбай, остальные. Вот. И власть старательно, кстати, об этом уже не раз говорил в видео, рубила эти мостки, чтобы одна резервация осталась резервацией. Но при этом она не вошла на это поле, создав вакуум с другой стороны. И это поле тоже относительно изолировано. И поэтому, если мы говорим о накате российских медиа и белорусских государственных, то эффект от этого есть. Но эффект есть достаточно интересный. Эффект есть среди сторонников Лукашенко. Потому что они смотрят и Белгос ТВ, и смотрят российское. И то у них популярно. И вот этот эффект, снова-таки вот покажу результаты вот с чатом Хаус. Вот, пожалуйста. То есть за вхождение в состав России, либо за интеграцию с общей внешней политикой выступают суммарно 39%. Ну, снова-таки, если верить этим данным. Из тех, кого авторы опроса назвали ядром Лукашенко, либо бастионом Лукашенко. Окей. Мы имеем почти 40%. При этом почти 15% тех, кто вхождение. Ну, и вот тут очень важно, потому что вхождение в состав, это означает, что Александр Лукашенко будет уже, никем, он будет всего лишь губернатором, кем-то еще. То есть абсолютно власть закончилась. И следующий слайдик, не менее интересный, это баланс, назовем так, доверия. Плюс-минус, то есть видим. Это уже слива в ЦИОМа. Я понимаю, что некорректно давать от различных групп, но как бы там ни было, тоже можно верить, можно не верить этим данным. Но смотрим, у Путина баланс недоверия 5%, у Лукашенко несколько больше. То есть получается, что в данной конструкции, учитывая, что вот как раз таки основной прослойка медиа, которые задавали фон, не давая российским нарративам пройти глубоко в общество, она исчезла. И в первую очередь, первый, кто попал под влияние, это как раз таки сторонники Лукашенко. И лично для Александра Лукашенко это очень опасно. Потому что если его сторонники, если его база будет больше смотреть на Путина, чем на него, то давайте вспоминать, что Россия это единственная сила, которая сегодня может достаточно быстро решить белорусский вопрос. То есть это намного опаснее для него, чем энное количество явных противников, где центр принятия решения находится выдавленный с территории страны. И поэтому, естественно, что в таком случае поступило желание, давайте рубанем. Причем, рубануть надо каким-то образом медийно, показав, что Лукашенко красавчик, хороший, мудрый, заботливый и так далее, на сравнении с Путиным. Снова-таки потому, что популярность Путина начала расти. И поскольку рубануть, тут с одной стороны грамотно выбрали ресурс донесения, то есть СТВ это нишевый канал, как я уже говорил выше, который смотрят в первую очередь как раз таки сторонники Лукашенко. Прекрасно, выбрали. Но дальше случилось то, что случилось. И сработала классическая проблема любых автократий – низкое качество исполнителей. В случае с Беларусью это вообще беда белорусских властей. То есть получилось, сигнал дали, давайте на сравнение с Путиным. Ребята с комсомольским задором решили выполнять, но выполнять так, как они умеют. То есть, соответственно, пройтись по личности, и, скажем так, таким образом выставить достаточно резко. То есть, все равно на кого? На позиционеров. Давайте точно такой же на Путина. Правда, слово Путин не скажем, потому что страшно. Сделаем. Окей. Сделали. И, как говорится, сказали и испугались. Потому что потом начало доходить, что Путин-то человек злопамятный. Это может вылезти боком.
Это действительно будет вылазить боком для Лукашенко, но не с точки зрения изменения подходов, потому что, я думаю, только наивный верит в дружбу Лукашенко и Путина. Тут скорее с точки зрения использования при удобной ситуации, потому что российские элиты, они ведут в Беларуси игру более в долгую, создавая условия, при которых наше государство не сможет, либо будет крайне затруднительно спрыгнуть с российской иглы, с российской привязки. То есть именно для этого и работается на то, чтобы в Беларуси появились пророссийские политические движения, которые независимы от белорусских властей. Именно для этого работается, реализуется программа по входу в белорусскую экономику и так далее. То есть в данном случае в России, естественно, думают, как решить проблему Лукашенко, но на данном этапе проходит, условно говоря, с одной стороны кастинг, а с другой стороны проходит просто формат подготовки почвы для того, чтобы взрастить своих. Поэтому ожидать быстрого изменения, что сейчас из Кремля прилетит, как говорится, оплеуха, не стоит. Хотя оплеуха, в принципе, прилетит. Но она прилетит в удобное для Путина время, ответ будет. Ну и в краткосрочном просто, я думаю, что белорусским властям покажут на свое место. То есть это может быть какая-нибудь медийная атака, это где-то могут высмеять. Ну, либо это может быть, например, перенос, либо изменение повестки на встрече с Путиным в ноябре. Лукашенко с Путиным, имею в виду. Это может быть вопрос обсуждения поставок энергоносителей, потому что я напомню, что цены на газ якобы объявлены, а договора на 2022 год нет. То есть контракта нет. Это может быть судьба белорусской газотранспортной системы, то есть Трансгаз, Газпром, Беларусь, транзит газа в Европу. Особенно после запуска Северного потока-2, кстати. Потому что Газпром может просто спокойно белорусскую трубу поставить на ремонт на 8 месяцев. Это может быть в нежелании, скажем так, Кремля давать отстрочки с политической трансформацией, вспоминаем о референдуме. Это, в конце концов, может быть хорошая нервотрепка по рефинансированию внешнего долга, потому что до апреля 2022 года Беларусь, в принципе, стабилизирована по выплатам по внешнему долгу, дальше необходимо будет рефинансировать часть долга. И в условиях острого конфликта со странами Запада это проблематично. То есть к России все равно пойдут. Но тут можно тоже потрепать нервы. Причем о том, что к России пойдут, говорят и белорусские чиновники уже. Поэтому оплеуха от Москвы будет. Вопрос только когда и как. Ну а что делать из этого понятно? Ну в данном случае, как говорится, это не наша война. То есть и обычные белорусы, все остальные могут за этим просто наблюдать и немножко улыбаться. Но выводы надо делать из другого. То есть данный выпад, он показал, что приходит время именно сегментированных информационных атак, информационных операций, информационной работы. То есть это задача как раз-таки для всех сторон противостояния. То, о чем вот не раз говорил, говорю и буду говорить. Если у нас есть 3 группы, то для каждой из них возможно своя, скажем так, возможны и необходимы свои тезисы, своя подача, свои инструменты подачи. И вопрос, кто в Беларуси придет к власти, кто будет формировать институты власти в Беларуси, кто будет руководить государством, ну, условно говоря, годика через 3-4, он напрямую зависит от того, кто в ближайшие 1,5 года будет иметь наиболее прочные контакты и наиболее прочные мостки информационные между различными группами, но как минимум по связи с болотом. Ну, вот как-то так. На сим у меня все. Если видео понравилось, лайкайте, комментируйте. Подписывайтесь на меня на Патреоне. Кстати, подписчикам на Патреоне этот текст будет доступен сразу, а для всех остальных я его вывешу где-то суток через двое на одном из ресурсов. Ну и традиционно не верьте ни одному моему слову, потому что к выводам надо приходить самостоятельно, основываясь на нескольких, в том числе противоречащих друг другу источниках. То есть, когда вы смотрите с разных сторон на одну и ту же проблему, вы видите разные проекции, а не одну. И в результате вы можете, по крайней мере, более-менее представлять, что происходит. И, ну, как минимум, это думать. А человек думающий, он, как правило, успешный. А я очень хочу, чтобы моя аудитория была успешной. Поэтому, еще раз, не верьте ни одной говорящей голове, в том числе мне. Все проверяйте и приходите к собственным суждениям. На этом еще раз все. Счастья, радости, успехов. Всего вам наилучшего. Удачи!